В данном видео будет затронута тема Южной Осетии, а именно название этого региона. Дело в том, что в Грузии гуляет миф о том, что якобы никакого названия Южная Осетия до 1920-х годов не существовало. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Так что, если вам интересна эта тема, приготовьте себе ароматный кофе, устраивайтесь поудобней, ну а мы начинаем. Южная Осетия – красивый горный край, который расположен в восточной части южного склона Центрального Кавказа. На юге, западе и востоке Южная Осетия граничит с Грузией. На севере – с субъектом Российской Федерации Республикой Северная Осетия-Алания. Себя же Южная Осетия видит частью единой Осетии, без деления на север и юг. Географически вся полоса главного Кавказского хребта от Черного до Каспийского морей представляет собой неприступную скалистую стену, разделяющую Северный Кавказ от Закавказья. Но в центре этого самого главного Кавказского хребта на территории Осетии имеется природный горный проход, который именуется как Дарьяльское ущелье. Именно через это самое Дарьяльское ущелье предки осетин и не только совершали свои походы в Закавказье. Сейчас этот проход называется военно-грузинской дорогой, однако в древности он был известен как Аланские ворота. На персидском языке это звучит как Дарь и Алан. Отсюда и название – Дарьял. В позднем бронзовом веке территория современной Южной Осетии была одной из зон протокубанских древностей, затем одним из центров кубанской культуры. Ученые установили влияние на этот регион скифской археологической культуры примерно в VII-VI веках до нашей эры. С рубежа IV-III веков до нашей эры здесь отмечается влияние сарматской археологической культуры. С III-IV веков уже нашей эры на территории современной Южной Осетии интенсивно расселяются кавказские аланы, через то самое Дарьяльское ущелье, о котором я упомянул выше. В армянской географии VII века упоминаются кудеты, вероятно соответствующие современным кударцам, и туалы-двалы, и те и другие являются жителями Центральной и Южной Осетии. С V века нашей эры через Картли в регионе происходит распространение христианства. Но речь в этом видео пойдет не об истории Южной Осетии с древнейших времен. В этом видео я бы хотел затронуть тему самого названия Южная Осетия, так как в том числе и эта тема стала причиной вооруженных конфликтов конца 80-х, начала 90-х годов 20 века, а также вооруженного столкновения в 2008 году. В Грузии обсуждение темы Южной Осетии в националистическом стиле стало преобладать с конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда к власти пришли радикально настроенные грузинские националисты, вождем которых стал психический неадекват Звиат Гамсахурдия. Осетинская тема в те годы, да и в принципе как и сейчас, не сходила с полос грузинских газет, книг, а также телеэфиров. Обсуждением этого вопроса занимались, в принципе и занимаются этим и по сей день, видные грузинские историки, политики и даже спортсмены. А в последние годы эту эстафету подхватили еще и различные горе-блогеры. Причем тема Южной Осетии в этих обсуждениях практически никогда не обходится без словосочетания «так называемая Южная Осетия». Карабах никто не признавал в статусе отдельного государства, а вот Абхазию и так называемую Южную Осетию РФ признала в 2008 году после войны. Так называемую Южную Осетию
Ты знаешь, что такое пастинский? Я тебе сейчас в рот дам. А здесь же у вас граница с Южной Осетией прям совсем рядом. Да, так называемая. Не говорите граница, так называемая, надо сказать. Потому что это не граница. Вы знаете, такого географического названия, как Южная Осетия, не существовало, пока большевики не ворвались в Грузию. Вот открыли им область и живем так весело. Вот так. Ну а теперь хит сезона. Встречайте, старожил нашего города, бабушка Сирануш. Проходим, молодежь, проходим все сюда. Значит, $2000 эти хороми ваши. Иди сюда на секунду. Молодец, 3 мухи на тебе поймала. Слушай, эти мухи надоели уже жизни. Бабушка Сирануш. Видные представители грузинской науки пытаются доказать, что само название Южная Осетия появилось якобы в 1922 году, когда была создана Юго-Осетинская автономная область в составе Грузинской ССР. То есть сам этот термин, по их мнению, является выдумкой большевиков и лично Иосифа Сталина. И только немногие, говоря о Южной Осетии, предпочитают использовать термин «Цхинвальский регион», тем самым предрекая в будущем название этой территории, если она станет подконтрольна Тбилиси. Вплоть до войны РФ, как и весь мир, признавала Абхазию и Цхинвальский регион частями Грузии. Я тебе сейчас вырублю. 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 Я тебе сейчас вырублю. Ты знаешь, что такое пастинский? Я тебе сейчас в рот дам. Некоторые грузинские политики и даже видные историки в попытке доказать свою малообразованность и некомпетентность умудрились назвать территорию Южной Осетии центральной частью Грузии. Здесь только возникает один вопрос. Если Южная Осетия – это центральная Грузия, то где тогда ее северная часть? Может быть, грузинские историки Северной Грузии считают республики Северного Кавказа или территорию Ставропольского края? Вопрос этот остается пока что открытым. Затрагивая тему Южной Осетии, грузины в своих обсуждениях по отношению к этой территории применяют также и термин «самочаблу». В Грузии Кети занимается туризмом и никогда не использует название Южная Осетия. По грузинским законам этот регион называется Самочабло. Это у нас такой, очень распространенный вопрос, откуда ты родом, всегда ты говоришь именно вот это название. Потому что если ты скажешь, что ты из Южной Осетии, тебя не поймут, и это неправильно. И это даже, можно сказать, это ты обижаешь людей. Вот. Поэтому Самочабло исключительно. Ты снежок, Мэрилин. Я сейчас кожу сдеру с твоей. Ты белый. Я сейчас башку тебе снесу. Иди сюда, Мэрилин, твою. Истину почему вы не говорите? Вы только говорите то, что вам надо. Да, а истину вы не говорите, потому что вы его знаете, и вам стыдно истину говорить. Да, и что ты мне сейчас скажешь? Ты мне сейчас опять начнешь за свой самочаблу. Самочаблу это что такое? Я не понимаю ваш язык. Самочаблу это что такое? Вы говорите, Южная Осетия это Грузия. С каких пор это Грузия? Вы говорите, ингуши ваши братья. Ингуши мусульмане, вы христиане. Тогда постройте им в Тбилиси этот, как его, мечеть, а они вам пусть построят в Магасе церковь. И вы будете друг к другу ходить. Так откуда взялось название Самочаблу? Оно известно из мусорной свалки феодальных времен, когда феодальные владения назывались по фамилии князей-помещиков. Самочабло от фамилии князей Мачабели. Но ведь феодализм господствовал по всей территории Грузии. Почему же тогда для других регионов не воскрешают из мертвых феодальные названия, скажем, Са-Дадьяну, владение князей Дадьяни, Са-Церетело, владение князей Церетели, Са-Цициану, владение князей Цицишвили и так далее, а называют настоящими именами – Кахетия, Хевсуретия, Сванетия, Имеретия и так далее. И только Южную Осетию называют не по проживающим там осетинам, а по фамилии бывшего помещика – Самочаблу. Ясно, для чего это делается.
для того, чтобы оскорбить осетин. Только вот князья Мачабели не владели территорией Южной Осетии. Точнее, они бы и рады были, но только у них этого не получалось. В начале 19 века Россия прочно укоренила свое господство в Закавказье. Этим воспользовались также и грузинские князья, включая и князей Мачабели. Постепенно они стали подговаривать российское военное руководство, чтобы они силой своего оружия усмиряли непокорных осетин. И Мачабели это фактически удалось осуществить. Результатом этого стали многочисленные карательные походы российских царских войск против южных осетин для подавления восстаний. Делалось это прежде всего в угоду грузинским князьям. В истории был зафиксирован один интересный случай, когда кто-то из представителей Мачабели попросил одного русского офицера, чтобы тот съездил в Кударское ущелье и уговорил тамошних осетин подчиниться ему, то есть Мачабели. Русский офицер эту просьбу князя выполнил. И когда он приехал в Кударское ущелье и передал местным жителям все то, что велел ему князь, осетины на это ему ответили, что они и понятия не имеют, кто такие Мачабели. Так существовал ли термин «Южная Осетия» до образования советской власти? То есть до 1920-х годов. Если вы досмотрели видео до этого момента, то понимаете, что скорее всего да, существовал. И сейчас мною будут предоставлены различные письменные источники, подтверждающие этот мой тезис. И первый материал, которого мы коснемся, это сведения выдающегося грузинского педагога и общественного деятеля Якова Семеновича Гогибашвили. В 1868 году Яковом Гогибашвили была издана книга на грузинском языке для школьников младших классов. И называлась эта книга «Бунеби Скари» – «Соседние страны». В заметке об Осетии Гогибашвили пишет: осетины являются горским народом. Они занимают среднюю часть Кавказского хребта, начиная от Хевсуретии и до Сванетии. Одни из них живут по ту сторону хребта, на северных склонах, другие – на этой стороне, на южных склонах. По этой причине Осетия разделяется на две части – Северную Осетию и Южную Осетию. Яков Гогибашвили «Врата природы» на грузинском языке, 1868 год. Уже хотя бы этот пример говорит о том, что термин «Южная Осетия» – это не выдумка большевиков, и что название это появилось задолго до образования Юго-Осетинской автономной области в составе Грузинской ССР. Прошу обратить внимание и на то, какие границы очерчивает для Южной Осетии Гогибашвили от Хевсуретии и до Сванетии. То есть место проживания южных осетин раньше было значительно шире, чем нынешние границы Южной Осетии. Идем дальше. И следующий источник, который мы рассмотрим, это записки командующего Национальной гвардии Грузии, а по совместительству еще и палач осетинского народа Валико Антимозовича Джугели. Что я имел в виду, когда назвал Джугели палачом осетинского народа? После февральской революции 1917 года произошло падение Российской империи, вследствие чего в Петербурге было создано Временное правительство. 22 апреля 1918 года была образована Закавказская Демократическая Федеративная Республика, куда входили Армения, Грузия и Азербайджан, которые сразу объявили о своей независимости от России. Правда, просуществовала эта самая республика недолго, чуть меньше месяца. И 26 мая 1918 года Закавказская Федерация распалась, и образовались три самостоятельных государства. Одно из них – Грузинская Демократическая Республика, ГДР. К
этому времени в Южной Осетии начал функционировать Национальный совет, образование которого произошло в поселке Джава в июне 1917 года. Участники этого совета в специальном постановлении по национальному вопросу четко обозначили право осетин на самоопределение, требуя, чтобы Южная Осетия вышла из состава Грузинской Демократической Республики. Грузия выступила против данного решения и стала беспощадно подавлять любые попытки южных осетин к этническому и политическому самоопределению. В результате всего этого в Южной Осетии в период с 1918 по 1920 годы стали происходить массовые восстания, для подавления которых Грузия отправляла свои карательные отряды. В результате карательных операций грузинских вооруженных сил в Южной Осетии было убито 669 осетин, 110 из них – дети. Более 4000 осетинских повстанцев умерли при переходе через горные перевалы в Северную Осетию. Количество погибших осетин в 1920 году составило 6-8% от всего населения Южной Осетии. Так вот, в этих самых карательных операциях участвовал и герой нашего рассказа – Валик Джугели. Как мною было сказано ранее, он был командующим Национальной гвардией Грузии. Свои кровавые походы в Южную Осетию он описывал в дневниках, по которым создал потом целую книгу. Книга, которую выпустил Джугели, получила название «Тяжелый крест». Довольно-таки символическое название, не правда ли? Для обсуждения нашей темы приведем пару абзацев из этой его книги. Нам уже надоели эти бесконечные восстания. И мы решительно отобьем у южно-осетинских банд всякую охоту к вооруженному импрессионизму. Джава – южно-осетинская столица. Это очень богатая и живописная деревня. Она сердце Южной Осетии. Виновница всех интриг, всех восстаний. И это сердце надо вырвать. Валико Джугели «Тяжелый крест». Записки народогвардейца. 1920 год. Понятное дело, что данный персонаж, мягко говоря, особой симпатии к осетинскому народу не испытывал. Но даже у него хватило ума назвать территорию, где проживали осетины, Южной Осетией, а не каким-то непонятным Самачабло или Шидакартли. Кстати, последняя глава его этой книги называется «Южно-осетинская Вандея». Приведем еще пример. Видный политический и государственный деятель меньшевистской Грузии Ной Рамишвили, на котором также есть кровь осетинского народа, являлся одним из вдохновителей первого геноцида южных осетин 1920 года. В июле 1918 года Рамишвили вернулся из Джавы, где проходил съезд осетинского народа, и заявил корреспонденту газеты «Борьба». Я выехал в Осетию на съезд представителей осетинского народа Закавказья. Ной Рамишвили. Газета «Борьба», 6 июля 1918 года. Ной Рамишвили хорошо знал элементарную географию и не мог перепутать историческую провинцию Грузии Шидакартли с Южной Осетией. Это лишь несколько примеров того, что название Южная Осетия широко применялось как в художественной, так и в научной литературе, а также в различных газетных публикациях. Приведем некоторые из них. В 1918 году видный общественный деятель и литератор Грузии Сапром Мгалоблишвили писал в грузинской газете «Иверия» следующее. С северной стороны от села Меджеврисхеви начинается Осетия. Сапром Мгалоблишвили, газета «Иверия», 1918 год. Другой грузин Леахвели в 1885 году в статье «Хозяйственное положение Южной Осетии» писал: «По природному своему состоянию и по народонаселению Осетия делится на две главные части – Северная Осетия
Терская область и Южная Осетия, Горийский и Душетский уезды. Георгий Ляхвели, «Хозяйственное положение Южной Осетии», 1885 год. В 1870 году грузинская газета «Дроеба» писала: Если в Картле выборы сельских старшин прошли неудачно, то в Осетии жалоб на неудачные выборы поступает мало. Газета «Дроеба», 1870 год. Газета «Кавказ». Статья из Южной Осетии. Автор Чаучи, номер 147-165. 1913 год. Газета «Новое обозрение». Статья «Сельские школы в Южной Осетии». Автор южанин, номер 6316, 6317. 1903 год. Газета «Терек». Статья «Южная Осетия». Номер 30. 1883 год. Газета «Тифлисский листок», статья «Грамотность в Южной Осетии». Автор М. Хитагуров, номер 295. 1900 год. Номер 211, 1905 год. Газета «Тифлисский листок», статья «Школьное дело в Южной Осетии». Автор Ирон Амзор, номер 103. 1900 год. Газета «Кавказ», статья «Вести из Осетии». Автор И. Беридзе, 1885 год. Статья была посвящена открытию осетинской школы в селении Джава, Южной Осетии. Газета «Кавказ», статья «Школы в Южной Осетии». Автор Фелицин Е. Д., номер 24. 1874 год. Записки Кавказского общества сельского хозяйства, статья «Легкий очерк Южной Осетии в сельскохозяйственном отношении». Автор Джиоев З. 1876 год. Как мы видим, в дореволюционной печати термин «Южная Осетия», как это ни странно, фигурирует. Возникает только один небольшой вопрос. Те представители грузинской интеллигенции, в том числе и историки, которые делали такие заявления о Южной Осетии, неужели не могли поднять архивы этих самых газетных изданий указанного периода, чтобы убедиться в том, что название Южная Осетия бытовало задолго до образования СССР? Просто ненароком осознаешь «экспертность» в кавычках всех этих историков. По всей видимости, те представители грузинской науки, которые утверждали и утверждают, что термин «Южная Осетия» не существовал до большевиков, не были знакомы и с трудами различных ученых. В частности, с работами такого выдающегося русского филолога-языковеда, как Всеволод Миллер. В одной из главных его работ «Осетинские этюды» он пишет: Из предлагаемых образцов южно-осетинского, туальского говора первые две сказки были записаны мною в 1883 году в Горийском уезде в ауле Джава, лежащем в ущелье реки Большой Ляхвы. Последняя сказка записана мною же в Тифлисе в 1881 году от южного осетина, всадника Парсадана Гогичева. Всеволод Миллер. Осетинские этюды. 1881 год. Как видно, незнакомы данные товарищи, утверждающие о несуществовании термина «Южная Осетия», и с работами своих же грузинских ученых, каковым был, например, историк Цагарелли. В своей книге «Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся к Грузии», которая была издана в 1891 году, он опубликовал записку кутаисского митрополита Максима, посла царя Соломона, написанную аж 14 марта 1769 года. В документе на грузинском языке записано: Записка митрополита Максима.
14 марта 1769 года. Имеретия граничит с полуночной стороны с осетинами, живущими в горах. Реки в Имеретии. Первое. Рион протекает из Осетии внутрь Имеретии через город Кутаис. Второе. Квирила также идет из Осетии, и от этого города Кутаиса в 3 верстах соединяется с Рионом. А. Цагарели. Из книги «Грамоты» и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся к Грузии. Санкт-Петербург, 1891 год. Здесь под Осетией подразумевается прежде всего Южная Осетия, так как реки Рион и Квирила протекают в Закавказье. Прошу обратить ваше внимание на то, что Цагарелли ссылался на документ 1769 года, прям незадолго до образования СССР. Но это, конечно, шутка. Еще один грузинский историк Мосе Джанашвили в комментариях к русскому переводу книги Вахушти Багратиони «География Грузии» писал: Осетин Ростом являлся родоначальником ксанских эриставов, эриставом Ксанского ущелья и, вероятно, всей Южной Осетии. Мосе Джанашвили, перевод географии Грузии, Вахушти Багратиони, 1904 год. В данном отрывке идет речь о представителе аланского княжеского рода Ростоме Бибилури, который в VI веке нашей эры овладел территорией Ксани и стал родоначальником ксанских эриставов. Упоминание о Ростоме Бибилури и о том, как он овладел Ксани, по-астински Чсан, также зафиксировано в грузинских средневековых письменных источниках. Кстати, потомком того самого Ростома Бибилури считается и экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что термин «Южная Осетия» носит не искусственный характер и придуман отнюдь не большевиками. И как бы ни усердствовали нынешние грузинские ученые, какие бы оскорбления в адрес Южной Осетии и осетин не сыпались, неизменным остается главное. Название Южная Осетия широко употреблялось задолго до возникновения СССР. Южная Осетия – это этногеографический юг исторической Осетии. Именно поэтому грузинские, русские и иностранные авторы широко и повсеместно использовали термин «Южная Осетия». Особый интерес для истории разбираемого названия представляют литература и официальные документы Российской империи в период установления русской администрации на Кавказе. Ценность этих сведений заключается в том, что они составляют взгляд на данный вопрос как бы со стороны, что усиливает их объективность. Особый интерес в этом отношении представляют официальные документы российской администрации, в том числе донесения офицеров Генерального штаба и переписка военного министерства. Уже в первых документах российской администрации территория компактного расселения южных осетин, как правило, именуется просто Осетией, без вставки «южная». Но по описанию этих документов можно понять, что речь идет именно о Южной Осетии. Так, например, в рапорте главноуправляющего Грузии генерала Головина военному министру Чернышову от 22 июля 1838 года говорится: Осетия, несмотря на близость к центру управления здешним краем, распространяясь по хребту и ущельям Кавказа, до сих пор не вся еще нам подвластна. Часть ее, лежащая по южной поверхности гор, после экспедиции, которая состоялась в 1830 году, была разделена на 4 пристаства. Окружной начальник, имея постоянное жительство в городе Горе,
не имеет ни времени, ни способов посещать Осетию, а потому надзор его ограничивается одними распоряжениями. Неудобство сие замечено было еще с 1831 года. Предместник мой, генерал-адъютант барон Розин, предполагал улучшить управление Осетией, но предположение его осталось неисполненным. Один взгляд на карту удостоверяет, что земля сия во многих отношениях заслуживает особенного внимания правительства. Прочное владычество в Осетии утвердит господство наше на большом пространстве хребта Кавказских гор. Рапорт главноуправляющего Грузией генерала Головина военному министру Чернышову от 22 июля 1838 года. Не менее показательно и указание военного министерства Чернышова генералу Головину в апреле 1841 года о вхождении Южной Осетии в состав Горийского уезда. Вам известно, что по положению на 10 апреля 1840 года Осетия вошла в состав Горийского уезда Грузино и Меретинской губернии. Одним из главных виновников случившегося беспокойства в Осетии, а именно выступление юго-осетинских крестьян в 1839-1840 годах. Следует считать бывших там главного пристава майора Васильева и участкового заседателя Джавахова. Указание военного министра Чернышова генералу Головину о вхождении Южной Осетии в состав Горийского уезда, 1841 год. Еще одним важным источником можно привести письмо русского офицера, участника карательной экспедиции против Южной Осетии, Кударского и Чесельского обществ. Экспедиция эта была проведена под командованием генерала Ранникамфа в 1830 году и была одной из самых жестоких. Пару слов хотелось бы рассказать о самой этой экспедиции. Чтобы понять, насколько она была кровопролитна, я приведу вам выдержку из рапорта тифлисского военного губернатора Стрекалова, главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Паскевичу, о штурме замка Кочиевых в селении Кола в июне 1830 года. Когда начало темнеть, генерал Ренинкампф открыл с одной стороны фальшивую атаку, приказал охотникам быстро, но без шуму, двинуться к воротам и, закрыв себя фашинами и досками, приступить к ломке ворот. При исполнении сего осетины, услышав шум, стали бросать сверху пудовые каменья. Предвидя невозможность устоять против таковых мер, и дабы не терять времени и не иметь кровопролития с нашей стороны, генерал-майор барон Ренинкампф решился их выжечь. Для чего приказал обложить стены замка сухими дровами, особенно около дверей, надеясь, впрочем, что сею мерою можно заставить осажденных образумиться. Но горцы оказали удивительную твердость. В то время, когда пламя обняло их, 10 человек спустились посредством веревок и с неимоверной яростью бросились на наших, но были подняты на штыки, и только один сдался военнопленным. Прочие осетины были так ожесточены, что даже не хотели искать спасения, и все сгорели. 10 июля 1830 года рапорт тифлисского военного губернатора Стрекалова главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Паскевичу о штурме замка Кочиевых в селении Кола. Кстати, в этом рапорте тифлисский губернатор Стрекалов упоминает и о князьях Мачабели, которые во всем содействовали Ранникамфу в его походе против Осетии. Но вернемся к письму русского офицера Гордеева, который участвовал в той самой карательной экспедиции Ранникамфа. В своем письме он дает описание границ Южной Осетии и самих осетин. Дабы дать как можно более удовлетворительное понятие о Южной Осетии, скажу, что сия горная и доступная только русской решительности страна граничит с востоку с военно-грузинской дорогой, с западу с Имеретией, к северу с Большой Кабардой, а с югу с Карталинией. Здесь обитают осетинские общества, известные под различными названиями. Кишельское ущелье имеет протяжение в длину около 20 верст. Кишельские осетины принадлежат к числу самых отважных
и дерзновенных кавказских разбойников. Они несколько веков представляли из себя одно буйное общество, презиравшее слабых властителей Грузии и не хотевшее подчиняться российскому правительству. Общее население Кишельского ущелья – 200 дворов, полагая по общепринятому правилу в горах на каждый дом по 4 души мужского пола, народонаселение ущелья будет составлять 800 человек мужского пола. Из числа коих 1/3 есть люди отчаянные и дерзкие на всякое предприятие и в случае нужды готовые с отчаянной неустрашимостью пожертвовать жизнью за свою свободу. Гордеев Г.С. Представитель военной администрации на Кавказе, 1830 год. В обозрении российских владений за Кавказом Яновский пишет: Осетия, называемая местными жителями Ирыстон, граничит к югу с Карталинией. Южная часть и вся середина Осетии по обеим сторонам главного Кавказского хребта разделяется на вольную и на принадлежащую к Горийскому уезду Грузии. Во всей Осетии, как отдельной, так и принадлежащей к Горийскому уезду, находятся 5 малых рек – Ардон, Паца, Большая и Малая, Ляхва и Меджуда. Большая Ляхва, которая, соединяясь с рекой Паца, поворачивает на юг, выходит у деревни Цхинвали в Карталинию. Александр Яновский. Обозрение российских владений за Кавказом. 1836 год. После окончательного усмирения Южной Осетии и установления русской администрации, последующие авторы получили больше возможностей для более подробного ознакомления с этим регионом, что, естественно, сказалось и на их данных. Так, например, Лавров в своих заметках об Осетии и осетинах пишет: Южная Осетия представляла также, как и Северная Осетия, 6 обществ – Джавская, Туальская, Маглан-Двалецкая, Джамурская, Гудамакарская на южном склоне и Трусовская в центральном ущелье того же названия. Дмитрий Лавров. Заметки об Осетии и осетинах. Тифлис, 1888 год. Здесь прошу обратить внимание на тот момент, что среди прочих перечисленных Лавровым обществ Южной Осетии упоминается также и Трусовское ущелье, осетинское Тыршаком, которое на сегодняшний день незаконно находится в составе Грузии. Впрочем, о Восточной Осетии, а это Трусовское и Гудское ущелье, а также Кубинская котловина, я думаю, нужно будет сделать отдельное видео. Ну а мы продолжаем дальше. Как видно из источников российской военной администрации на Кавказе в первой половине XIX века, русским было знакомо понятие Южная Осетия. А вот сегодняшним грузинам, которые на протяжении многих веков являются ближайшими соседями осетин, этот термин, увы, не знаком. Но оказывается, не все так плохо. Представляете себе, есть в Грузии граждане, которые говорят о том, что термин Южная Осетия все-таки употреблялся до прихода большевиков, то есть до 1922 года. Откуда мне это известно? Дело в том, что, собирая материал по данной теме, я наткнулся на один грузинский пропагандистский фильм под названием «Цхинвали 1920». В этом фильме рассказывалось о геноциде народа Южной Осетии в 1920 году. О самом геноциде я уже упомянул в этом видео. Но, естественно, грузинская пропаганда не считает массовое убийство и исход осетинского народа со своей земли актом геноцида, а называет это наведением конституционного порядка. Так вот, в этом фильме я заострил внимание на том моменте, когда рассказчик делает краткий исторический очерк о Южной Осетии, в котором он говорит, что само название Южная Осетия упоминается в печати только с 1830 года. Термин «Южная Осетия» впервые встречается в 1830 году в газете «Тифлисские ведомости», хотя у этого термина не было официального значения и употреблялось очень редко. Ты что, больной или ударился? Правду ли говорит автор о том, что Южная Осетия упоминается только с 1830 года?
Но, естественно, он лжет. И причем лжет нагло. И сейчас вам будут предоставлены сведения европейских исследователей 18-19 веков о Южной Осетии. С последней четверти 18 века, по мере продвижения Российской империи на Кавказ, этот регион становится объектом внимания западноевропейских исследователей и путешественников, сведения о которых также представляют интерес для разбираемого вопроса. Одним из первых был Иоганн Гюльденштедт, совершивший в начале 70-х годов 18 века путешествие на Кавказ, во время которого он несколько раз посетил отдельные районы Осетии и Грузии. Вот его описание географического положения Осетии. Страна или провинция Осетия обнимает часть территории высоких Кавказских гор у истоков северных притоков реки Терек до Лискена и на притоках Куры на юге, Арагви, Ксани, Малой и Большой Ляхвы и на притоке Риона-Дзедо. Иоганн Гюльденштедт путешествие по Кавказу с 1770-1773 годов. То, что Гюльденштедт в состав Осетии включает приток рек Арагви, Ксани, Малой и Большой Ляхви, говорит о том, что речь здесь идет именно о Южной Осетии. С Гюльденштедтом солидарен и другой немецкий ученый-энциклопедист Петр Симон Паллас, совершивший свое путешествие на Кавказ в 1793-94 годах. Паллас об Осетии пишет следующее. Осетины называют себя Ир или Иронами, а свою страну – Иронистан. Границы этой страны проходят по северной стороне Кавказа, где на западе ее составляет река Урух, а на востоке – Терек, на южной стороне – на западе река Рион, а на востоке – Арагва. Она делится на Ком, округа, и Кау, селение. Петр Симон Паллас. Заметки о путешествии в южные наместничества российского государства в 1793-1794 годах. Здесь практически все то же самое, что и у Гюльденштедта. Упоминание Палласом рек Рион и Арагва, протекающих в Осетии, указывает на то, что Петр Паллас здесь упоминает также Южную Осетию. Как мы видим, оказывается, термин Южная Осетия или просто Осетия упоминается и до 1830 года. Но вернемся к европейским источникам уже после 1830 года. Известный немецкий ученый середины XIX века Байерн был исследователем кавказских древностей. Говоря о распространении башенных сооружений на южных склонах Центрального Кавказа, он наряду с горной Рачей, Пшавией и Тушетией употребляет также и термин «Закавказская Осетия». Башенные сооружения на южных склонах Центрального Кавказа имеются в горной Раче, Пшавии и Тушетии, в верховьях рек Арагвы и Иори. Верховье и ущелье Джиджоры, верхнее ущелье Квирилы, преимущественно деревню Цона, деревни по верховьям Ляхвы, затем в Закавказской Осетии, Двалетии. Фридрих Байерн. О древних сооружениях на Кавказе, 1871 год. Из числа зарубежных исследователей и путешественников первой половины XIX столетия, лично посещавших Осетию, следует выделить сведения немецкого автора Карла Коха, доцента Йенского университета, совершившего в конце 30-х годов XIX века путешествие на Кавказ. Ему удалось лично посетить многие районы Грузии, Северной и Южной Осетии, ввиду чего его географические наблюдения приобретают особый интерес. Проехав последние грузинские селения Хиита и Херти, я достиг, наконец, Осетии. Передо мной открылась котловина, в которой находилось несколько селений, из них самым значительным было Джави или Джау. Карл Кох. Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837-1838 годах.
То же самое наблюдается и в статьях другого немецкого автора Ганна, несколько раз посетившего Осетию в конце 19-го, начало 20 века и посвятившего истории осетин несколько статей. Объясняя причины своей поездки летом 1903 года в Джавское ущелье, Ган пишет: Хотя я уже в 1880 году посетил долину Большой Ляхвы до аула Роки, откуда потом перевалил в Северную Осетию, но желание еще ближе познакомиться с осетинами южного склона побудило меня вторично побывать в Южной Осетии. Карл Ган, 1903 год. Таким образом, иностранные путешественники и исследователи конца XVIII и начала XIX веков, писавшие о Кавказе, Осетии и Грузии, однозначно употребляют название Южная Осетия для обозначения территорий компактного расселения южных осетин. Но всеми изложенными мною источниками, как вы понимаете, я не ограничился и решил пойти еще дальше, а именно предоставить вам сведения непосредственно грузинских средневековых письменных источников, упоминающих о Южной Осетии. И это особенно важно, так как выше мною было сказано о том, что грузинская сторона утверждает, будто никаких сведений о Южной Осетии до 30-х годов XIX века в литературе не зафиксировано. И сейчас настало время поставить всех этих историков в невыгодное для них положение. И первым грузинским источником, которого мы коснемся, является выдержка из книги историка XVIII века Папуны Арбелиани по истории Картли и Кахетии «Амбавни Картлисани. Деяния Картли». Книга эта является одним из значимых памятников грузинской историографии, и в ней описывается политическая жизнь Картли и Кахетии в 30-50-х годах XVIII века. Так что же интересного для нас есть в этой книге? Как вы знаете, до присоединения Грузии к России часть ее территории, а именно Картли-Кахетия, была под управлением Ирана. В 1741 году иранский правитель Надир-Шах решил завоевать Ксанское княжество. Для этого он собрал войско из подвластных ему народов – грузин, иранцев, афганцев и даже индусов. Командовать всем этим войском было поручено Гиви Амилахори и одному из высших должностных лиц Ирана имам Кули хану. Разделившись на 3 части, это войско вторглось в пределы Ксанского княжества. Захватчики действовали безжалостно. Как пишет историк, войска набегами разорили Ксани, сожгли и захватили его. Было перебито множество людей. Разрушены крепости и даже башни, нигде не оставили и строений. Давайте обратимся непосредственно к самому автору, что он писал о тех событиях. Когда рассвело, кизилбаши взяли Ацерскую крепость, разрушили Ацерскую крепость, и где только были укрепления, полностью разрушили. Пустили громильщиков, и где кто оставался, всех забирали в плен. На этой стороне Осетии всех согнали и отдали Гиви Амилахвари. Повел Гиви их и остановил в Цхвинисе. Имам Кули хан вернулся, напал на одно место, там оставалось немного скота. Горцы-осетины находились с ними в мире. Когда осетины узнали об измене, то встретили их в одном узком месте, ударили по ним и обратили в бегство кизилбашей, схватили хана, убили папу Мухранбатанишвили, который был на стороне кизилбашей. 1741 год, Папуна Арбелиани, историк XVIII века. Книга Амбавни Картлисани. Деяния Картли. Как видно из этого источника, грузинская верхушка до присоединения к России активно сотрудничала со своими поработителями, иранским государством, в том числе и в военных вопросах. Но что важного для нас в приведенном отрывке? Здесь, как мы видим, Арбелиани называет этой стороной Осетии ту часть Ксанского княжества, которая была населена осетинами, то есть Южную Осетию.
И еще раз напоминаю, что описываемые данным автором события происходили в 1741 году. Упоминание Осетии без разделения на северную и южную делает и другой грузинский историк, имя которого Парсадан Горгиджанидзе, но только уже 17 века. В своей книге «История Грузии» он рассказывает о вторжении иранского шаха Аббаса I в Восточную Грузию в 1614 году. В результате этого вторжения шаха кахетинский царь Таймураз I и картлийский царь Луарсаб II вынуждены были покинуть свои страны и укрыться в Имеретии у царя Георгия. Вот что об этом пишет Горгиджанидзе. Шаха привели в Грузию. Так как в Картле и Кахетии много было ненадежных лиц, цари не решились сразиться с врагом и, снявшись со своих мест, укрылись в Имеретии у царя Георгия. Тот встретил их хорошо. Шах прибыл в Никози и оттуда послал отряды разорять Осетию. А царю Георгию он написал грозное письмо: «Наши подданные пришли к вам, верните их обратно, в противном случае я пошлю на вас войско». 1614 год. Парсадан Горгиджанидзе, историк 17 века. Из книги «История Грузии». Здесь Парсадан Горгиджанидзе не указывает, о какой именно Осетии идет речь, но упоминание Никозии как отправного пункта для похода войск шаха в Осетию и отсутствие в письменных источниках сведений о военных действиях шаха на Северном Кавказе говорит о том, что в данном письменном источнике имеется в виду прежде всего территория Южной Осетии. Ну и наконец, вишенка на торте. Сейчас я вам приведу, наверное, самый важный грузинский источник, который забьет последний гвоздь в крышку гроба грузинских националистов. Все сведения о Южной Осетии, перечисленные мною выше, относились к периоду 17, 18, 19 и 20 веков. А что если я скажу, что есть источник, упоминающий о Южной Осетии аж в IV веке нашей эры? Точнее, не совсем так. Сам источник был написан в XII веке, но он описывает события IV века нашей эры. О каком таком письменном источнике сейчас идет речь? Об одном из самых значимых памятников древнегрузинской литературы – «Житие святой Нино». В данном произведении описываются события христианизации Картли святой Нино в IV веке нашей эры. Само это произведение сохранилось в нескольких версиях. В «Житии святой Нино» говорится, что в ответ на ее вопрос о местонахождении города Мцхета, где по преданию у местных евреев хранится хитон, то есть одежда Иисуса Христа, она получает такой ответ. И вновь вопросила она ее о том, где находится та страна северная, в коей пришлые евреи забрали доставшийся им в удел хитон Господа нашего Иисуса Христа. Сара Неофора ответствовала и сказала, а именно, есть на востоке город под названием Мцхета, страна картлийская и самхитская, Мтиулети, место язычников, однако в пору сию превращена в государство ужиков. 11 век. Леонтий Мравели. Картлист Хоуреба, том 1, страница 79. В данной версии «Жития святой Нино» в предложении «Город Мцхета, страна Картлийская и Сомхитская» под этими названиями подразумевается Грузия и Армения. Мтиулети – место язычников, то есть жители горной области были язычниками. Но главным для нас здесь является словосочетание «государство ужиков». Кто такие были эти ужики, которые упоминаются в данном произведении? К сожалению, этот вопрос до сих пор остается поводом для различных споров и обсуждений. Но согласно грузинской церковной традиции, под именем ужиков в первую очередь следует подразумевать горцев осетин. Этого мнения придерживались Платон Йоссилиани,
исследователь церковной истории Грузии, Михаил Павлович Сабинин, историк грузинской церкви, и доктор исторических наук Гиви Васильевич Цулая, который также считал, что под ужиками следует подразумевать кавказских горцев. Есть еще и другая версия, сторонники которой считают, что под ужиками на самом деле скрываются медяне и персы. Однако, если более внимательно прочитать данный отрывок, а именно город Мцхета, страна Картлийская и Сомхитская, и Матиулети, то есть горная область, это место язычников, то логически становится понятно, что кавказская версия напрашивается сама собой, и никакие медяне и персы здесь ни при чем. Пролить свет на данный вопрос нам поможет следующий древнегрузинский источник. Помните, я говорил, что в житии святой Нино есть несколько версий этого литературного произведения. Выше мною была изложена версия Леонтия Мравели в его «Картлис Цхоуреба». Это XI век. Но есть еще и перефразированный текст, написанный Арсеном Бери. Это уже XII век. Давайте зачитаем этот отрывок о местоположении города Мцхета. Нино вопрошала Сару Неофору о местопребывании Хитона. Она же ответствовала: достался он в удел евреям Мцхеты. Она же, Нино, вновь говорила, где находится Мцхета. Та же сказала, а именно, есть страна севера и местопребывание язычников между Персией и Осети, там и есть Мцхета. Арсен Бери. XII век. Хрестоматия по истории древнегрузинской литературы составил С. Кубанишвили, том 1, Тбилиси, 1946 год, страница 218 на древнегрузинском языке. Думаю, приведенный мною отрывок поставил точку в вопросе о том, кем являлись ужики. Но главным здесь является упоминание Персии и Осетии в соседстве с городом Цхета. Это говорит в первую очередь о том, что в данном случае имеется в виду только один регион, и это Закавказье. Плюс ко всему, древнегрузинские литературные памятники того периода практически ничего не говорят о странах, расположенных по ту сторону Кавказа. Таким образом, из приведенного контекста следует, что Осетия помимо Северного Кавказа располагалась также и на Южном Кавказе. И данные письменные источники абсолютно это подтверждают. Многие народы Российской империи, а затем и Советского Союза, жили компактно на своей исторической земле. В разные периоды история России присоединяла к себе все более новые территории. Грузия не стала исключением. На протяжении длительного времени Грузия испытывала разруху, раздробленность, бессилие, утрату государственности и национальное унижение перед сильными восточными державами. Россия, победившая в русско-турецко- и в русско-персидской войнах, освободила грузинский народ от многовекового гнета мусульманских стран. С приходом к власти большевиков Грузии дали еще и право исторического выбора, в придачу подарив Абхазию и Южную Осетию. И сделали это именно большевики, которых так ненавидит нынешняя политическая элита Грузии. Многие грузинские историки и просто ура-патриоты утверждают, что ни исторически, ни реально не существовало государственного или административного образования под названием Южная Осетия. Действительно, административного образования Южная Осетия в 1920 году еще не было. Но из этого вовсе не следует, что Южная Осетия не имела права на автономию, на политическую и национальную самостоятельность. Чтобы разобраться в данном споре, нужно быть профессиональным историком или юристом. То, что Южная Осетия существовала исторически и реально, мы это с вами выяснили. Здесь было приведено достаточно много примеров, подтверждающих этот тезис.
Не срабатывает и вторая часть аргумента по поводу того, что административного названия Южная Осетия якобы не существовало. Но Южная Осетия была не единственной национальной окраиной России, где в XIX и XX веке, включая и первые годы советской власти, не было государственных или административных образований, созвучных названиям конкретных национальностей. Достаточно вспомнить такой административный регион Российской империи, как Терская область, в которую входили осетины, ингуши, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы и другие. Прошу обратить внимание на то, что все перечисленные народы жили в одной большой Терской области, но при этом у каждого из этих народов не было своих политических и административных границ. И только в 20-30-х годах 20 века советское руководство дало возможность северокавказским народам приобрести политические и административные границы для образования своих национальных республик. Другое дело Грузия, где и в 1920 году и ныне предпочитают строить мини-империю, не считаясь политическими взглядами национальных меньшинств, проживающих в этом регионе. И тут ничего не поделаешь. Каждый народ сам выбирает исторический путь развития. Препятствовать народу в праве выбора значит ввергать в пучину межнациональной войны и свой, и соседние народы. Хотелось бы верить, что в прекрасном будущем многонациональных странах всего мира, в том числе и постсоветских, на первом плане будет стоять ценность личности, независимо от национальности и религии, а не мифическая богоизбранность и величие лишь одного народа. Всем спасибо за просмотр. А с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.